В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Служба судебных исполнителей Абхазии приступила к своей работе 1 мая 2017 года и уже выполнила целый ряд судебных решений. На этой неделе было приведено в исполнение судебное решение о сносе незаконной постройки на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Насколько сложно было выполнить эту задачу, а также о том, какие направления охватывает сегодня работа службы судебных исполнителей Абхазии и с чем при этом сталкиваются ее сотрудники, мы обсудим с нашим гостем в студии сразу после обзора других значимых новостей недели. Ирина Аршба с обзором событий последних дней. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимов провел встречу с представителями банковского сообщества республики. На встрече обсуждался вопрос состояния сферы кредитования банками юридических и физических лиц. Президент подчеркнул необходимость усиления работы по возврату просроченных кредитов, выданных коммерческими банками. Во встрече принимали участие председатель Национального банка Бестан Барателия, министр финансов Дмитрий Сериков, заместитель руководителя администрации президента Адгур Лушба, руководители коммерческих банков республики. Глава государства Рауль Хаджимов провел брифинг по вопросу сноса незаконной постройки на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Как отметил президент, незаконное строительство в этой заповедной зоне имело место еще и в предыдущие годы. Такая же участь ждет и другие постройки, в отношении которых будут приняты соответствующие судебные решения. Снос незаконной постройки на территории Пицунда-Мюсерского заповедника – это решение, которое нацелено на соблюдение законности в стране, подчеркнул президент. По закону, по решению суда, структурам даны были соответствующие указания, и они выполнили эту задачу. Так будет и по отношению ко всем строениям, где будут приняты судебные решения по этим объектам. Думаю, что это единственное правильное решение. Других каких-либо шагов быть не может. В республиканской больнице начался первый этап цикла выездных курсов усовершенствования квалификации врачей Абхазии. Их будет несколько, и первый из них в области акушерства и гинекологии завершится 25 ноября. Для проведения курса в Абхазию приехали доценты кафедры акушерства и гинекологии Российской академии непрерывного профессионального образования. По окончании курсов все врачи должны будут сдать экзамены. Только после этого они получат удостоверение, на основании которого Минздрава Абхазии будет выдавать сертификат. По закону о здравоохранении Республики Абхазия врачи должны проходить сертификацию каждые 5 лет. И теперь у местных специалистов, срок сертификата которых истекает, есть прекрасная возможность, не выезжая за пределы страны, получить необходимый документ. В эти дни жители Нового Афона проходят диспансеризацию. С этой целью в город прибыли 2 мобильных диагностических комплекса и ряд специалистов из Гудаутской и Сухумской больниц. Профилактика, а также лечение и снижение активности разного рода заболеваний – основные задачи диспансеризации населения. При этом речь идет о недугах не только с хроническим, но и с острым течением. Врачи с каждым пациентом ведут отдельную профилактическую беседу, и если в процессе первичного обследования будут выявлены какие-либо нарушения в состоянии здоровья пациента, то ему назначается второй дополнительный этап. Вторичное обследование включает сдача необходимых анализов для подтверждения предварительного диагноза. И только после этого врач приступает непосредственно к лечению. Диспансеризацию проходят не только жители Нового Афона, но и сел Анхуа и Псырцха. В Сухуме состоялась встреча общественности с депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия. В ходе встречи обсуждалась проблема борьбы с коррупцией в стране и правового регулирования государственной службы. На встречу были приглашены представители политических партий, общественных объединений, депутаты парламента. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией в стране, а также закон о государственной службе, для разработки которого в парламенте Абхазии была создана рабочая группа. Эти и другие актуальные вопросы собрали за круглым столом представителей партий, организаций и общественных деятелей страны. Абхазское морское пароходство проводит дноуглубительные работы на территории грузового района Сухумского морского порта. На момент окончания работ бухта будет полностью расчищена от ила и мусора. Параллельно ведутся работы по увеличению пропускной способности перегрузочного комплекса. Подобные работы позволят обеспечить безопасность судов и улучшить качество мореплавания. Работы были проведены не только в столице, но и в восточной части республики. До конца текущего года планируется запустить и Очимчирский морской порт. Работы по углублению дна планируется завершить в середине 2018 года. Только в Сухумском районе будет выведено до 230 тысяч кубометров грунта и мусора.
Это были наиболее заметные события недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы. С 1 мая 2017 года начала свою деятельность служба судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии. Менее чем за год в организацию поступило более 2000 исполнительных документов. О сегодняшнем дне службы, о проблемах и задачах судебных приставов в репортаже Ирины Аршба. Перед службой судебных исполнителей Абхазии сегодня стоят непростые задачи по укреплению и обеспечению законности, защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц республики. Служба наделена широкими полномочиями. Функционируют 3 региональных подразделения – по Сухуму, Сухумскому и Гулрыпскому районам, по Гудаутскому и Гагарскому районам и по Ачимчирскому, Тхорчалскому и Галскому районам, в которых служат 22 судебных исполнителя. У нас большой спектр дел, это как уголовного характера, как административного, так и гражданского. Категорий дел много, каждому индивидуально. И говорить о том, что какие-то дела задаются вопросом, какие дела проще, какие легче, нету такого подхода у нас ко всем делам, имеющимся у нас в производстве, индивидуальный подход. Помимо всего, судебные исполнители наделены правом применения физической силы, применения специальных средств и ношения огнестрельного оружия. Создание внутреннего силового блока планировалось в 2018 году. Пока же при исполнении судебных решений приставов сопровождают представители силовых структур республики. На сегодняшнем этапе развития нашей службы, да, мы задействуем силы Министерства внутренних дел, это коллеги наши, которые всячески помогают. Нельзя не отметить их вклад для того, чтобы судебные решения пришли в исполнение. Министерство по чрезвычайным ситуациям очень активно также поддерживают нашу службу, всегда находятся рядом. Мы задействуем именно те структурные подразделения, которые направлены на обеспечение порядка в нашем общем гражданском обществе. За сравнительно небольшой период времени службой возбуждено 335 исполнительных производств, 139 из них исполнены. Следует отметить, что при реализации судебных решений судебные исполнители часто сталкиваются со многими проблемами. Службой на рассмотрение Министерства юстиции инициировано 4 предложения. По словам заместителя главного судебного исполнителя Сандро Гадлия, это связано с несовершенством действующего административного и уголовно-исполнительного кодекса. Например, у судебных исполнителей часто возникают сложности, связанные с реализацией имущества. На данный момент около 30 таких дел находятся в производстве, но нет нормативно-правовых или законодательных актов, регулирующих порядок реализации имущества должников. Ирина Аршба, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. На этой неделе в Пицунда-Мюссерском заповеднике демонтировали незаконно построенное здание гостиницы. Разборка производилась в достаточно щадящем режиме, учитывая, как подобные решения исполняются в других странах, в присутствии представителей правительства, силовых структур и местных властей. Снос незаконных построек далеко не единственная задача службы судебных исполнителей. Каким образом структура возвращает долги перед государством? С какими проблемами сталкиваются судебные исполнители? И какие у них есть успехи? Мы обсудим с главой службы судебных исполнителей Абхазии Зурабом Барциц. Здравствуйте, Зураб Григорьевич. Здравствуйте. На этой неделе в Пицунде, возможно, был самый резонансный случай, когда служба судебных исполнителей привела в действие решение суда о сносе незаконно построенного здания. Оцените, как все это прошло, и расскажите, насколько часто в вашей практике происходят подобные случаи. С самого начала я хочу сказать, что такого рода действия мы еще, с момента создания нашей службы мы не совершали. Поступила информация о том, что на Пицунде, в Пицунда-Мюссерском заповеднике проводятся строительные работы, которые не согласованы с соответствующими службами. Туда выезжали структуры во главе с президентом. Обнаружили то, что начало строительных работ, и было дано указание приостановить компетентным органам. Что, конечно, было, если скажу, проигнорировано неправильно, но, не исполнено, так скажем, мягко говоря. В настоящее время, буквально, месяц назад к нам в службу судебных исполнителей поступило решение Гагарского районного суда, которое своевременно не было обжаловано, для исполнения. В таких случаях мы имеем определенное время
надо совершить определенные процедуры, которые, значит, согласно действующего нашего законодательства, закона об исполнительном производстве Республики Абхазия, значит, соответствующими значит, подразделением, гаагским подразделением нашим были совершены. То есть, значит, уведомлен значит, гражданин, который является собственником данного строения, которое незаконно было построено на территории заповедника. Указанный гражданин проигнорировал наши требования, мы ему дали определенный срок. В решении суда так прописано, значит, добровольно, чтобы он сам снес данное незаконно возведенное строение. Ну, в таких случаях, если сам, значит, вот, должник, кто так называется у нас термин, значит, не исполняет решение суда, мы его обязаны предупредить и, значит, оштрафовать. Что, значит, в нашем случае нормативно-правовая база наша, абхазская, в законе нашем прописана, а вот в Кодексе об административных правонарушениях его нету. И вот есть там, значит, нестыковка в том, что мы как-то, нам сложно вот эту процедуру произвести, но, значит, в связи с неисполнением решения суда им, то есть нарушителям, мы, значит, принудительно сами должны были, значит, совершить данное решение, то есть исполнить данное решение, ну и с привлечением соответствующих служб. Предварительно мы согласовали, значит, с теми службами, которые могли оказать содействие в исполнении данного решения. То есть там, значит, так как у нас в настоящее время нет вот службы, которая обеспечивает установленный порядок деятельности судов, так называется служба, силовая структура, которая, подразделение, которое должно обеспечивать охрану и, значит, безопасность наших сотрудников и исполнение силовой блок, так называемый, да? Значит, Да, вы говорили о том в одном из интервью, что эта служба должна быть создана. Да, с 1 января 2018 года, ну, в связи с тем, что сейчас у нас есть определенные трудности финансовые, значит, я как слышу, знаю, информирован, насколько, значит, оно переносится на 1 января 2019 года. Но я что хочу сказать. Значит, в данном случае, в связи с отсутствием этой службы, мы используем, конечно, значит, силовую структуру, то есть Министерство внутренних дел. Они всегда нам помогали, помогают, и я надеюсь, в будущем мы будем сотрудничать плотно. Мы, значит, выехали ранним утром, 7 ноября, значит, совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, еще подразделения, подрядчики, значит, Абхазстрой и представители УКСа. Естественно, мы, конечно, вначале планировали, значит, как и, значит, написано в решении суда, исполнить, то есть вынести все там необходимое, то, что там внутри есть. Хотя в законе, значит, там конкретно четко не пишется, что мы обязаны там выносить. Этого нету. Значит, мы можем снести вместе даже с тем имуществом, которое там есть. Закон позволяет нам. Но мы с учетом, что все-таки нашего местного менталитета, наших взаимоотношений, что мы, как все говорим, мы абхазцы, мы здесь все-таки, у нас особое, как бы, друг к другу отношения, и мы, значит, решили выносить. Ну, в связи с тем, что на тот момент опоздали рабочие, мы нашими силами сотрудников службы судебных исполнителей, первый этаж был полностью освобожден. То есть, извините на мой термин, на своем горбу ребята все вот эту всю мебель вынесли с первого этажа. Там на первом этаже было около 5 комнат, не около, а 5 комнат. Значит, все освободили. В это время, значит, подъехали рабочие, и второй этаж тоже освободили. Что хочется сказать, ну, родственники и прочие знакомые там начали подходить, просить о том, чтобы как-то, значит, не рушить вот здание, чтобы не повредить, а вот своими силами, что они обещали разобрать. Ну, мы, так Но сказать... им было дано время на то, чтобы они сами разобрали? Ну, до этого, естественно, Да. мы неоднократно об этом предупреждали, уведомляли, письменно вручали, значит, постановление о возбуждении исполнительного производства о том, что они могут все сохранить, вынести, разобрать, унести, все. Ну, на что они, так скажем, проигнорировали наши требования и не исполнили. А вот тот момент, когда они почувствовали, что это неизбежно, значит, что все равно будет принудительный снос, тут уже, конечно, начали
естественно, родственники, друзья, там, сочувствующие попросили, и, естественно, мы, так сказать, долго думали, спорили и прочее, ну, решили в итоге о том, что дать им возможность самим разобрать, то есть демонтаж совершить, демонтировать все вот это, значит, здание, и, значит, в течение 2 дней силами строителей, рабочих, которые там были подключены, и они демонтировали полностью. И на сегодняшний Кто день... оплачивал эти работы? Ну, оплачивал, пока еще никто не оплачивал. Значит, рабочие были, значит, которых мы привезли, то есть государство, так скажем, да, руководство Абхазстроя и УКСа. Ну, потом использовали рабочих, которые подвезли сами хозяева и их родственники. Естественно, вместе там, значит, друг другу помогали, и на сегодняшний день можно сказать, что решение суда исполнено. Во сколько это обошлось службе судебных исполнителей? Вы знаете, сейчас пока официально, значит, это, значит, Абхазстрой, они нанимали этих рабочих, они, наверное, как в законе прописано, они нам представят счет, мы будем оплачивать. Пока что на данном этапе так вопрос стоит. Но закон нам позволяет в будущем, чтобы вот эту сумму, которую, значит, мы на них потратили, то есть оплатили там рабочим и другим там службам, там тогда трактор был приглашен из Сухума, трактор или бульдозер, да, так скажем, так, техника, которые надо оплатить, наверное, горюче-смазочные материалы за то, что поехали, приехали, тоже, наверное, какие-то расходы есть. Все это, значит, будет представлен нам счет, и мы будем, естественно, вынуждены оплачивать. Но я что хочу сказать? Закон нам позволяет в дальнейшем взыскать с этого нарушителя, то есть хозяина вот этого здания, значит, вот эту сумму. Процедура. Каким образом? Каким образом? Ну, вот тут-то и мы, значит, упираемся в определенные трудности, которые, наверное, сегодня, я думаю, что законодатель должен помочь нам в этом плане. В связи с тем, что отсутствует закон о торгах, мы сами не можем продавать это имущество, а структуры, которая непосредственно имеет соответствующую лицензию, которая будет, значит, продавать вот то или иное имущество. Даже это касаемо не только этого имущества, да и любого другого имущества, которое по кредиту, наверное, оно заложенное имущество. Бывает, что, значит, государство забирает имущество в связи с невыполнением определенных, значит, своих обязательств там, кредитора. Значит, в данном случае, в тех случаях мы не можем реализовывать. И нет соответствующей структуры в Абхазии, которая бы сегодня имела право реализовывать. И вот тут получается проблема, с которой надо, так сказать, которую надо решать. Это, я думаю, мы обратились, значит, в парламент через Министерство юстиции, так как мы являемся структурным подразделением Министерства юстиции, без них мы напрямую не имели права. И, значит, есть соответствующие предложения в парламент о том, чтобы вот этот закон, значит, наш об исполнительном производстве, туда внести определенные, так сказать, изменения и дополнения в части права реализации нашей службой вот того конфискованного или изъятого того или иного имущества. И будем в дальнейшем, я думаю, что надеяться, если это быстро решится, в дальнейшем, в других случаях, когда вот такие проблемы станут, мы будем, там автотранспорт будет, там другое имущество, там жилой фонд, там не имеет значения любое имущество, которое мы забираем, чтобы мы могли, значит, на аукцион или там на прямой продаже, значит, выставить, продать и вырученные деньги использовать для перекрытия своих расходов. Процедура исполнения судебного решения, которая прошла в Пицунде. Как вы считаете, каким примером она послужит для тех людей и для тех собственников, которые построили также незаконно свои объекты на территориях, где это не положено? Как вы считаете? Вы понимаете, дело в том, что все-таки вот этот объект, он как бы оказался на территории заповедника. Там есть другие объекты, но они не входят, например, у нас есть решение по сносу, значит, собственника Хутаба рядом. Но оно не находится на территории заповедника, оно находится на прибрежной территории, то есть 200-метровой зоне. Но, значит, решение суда есть о сносе. Но там ребята ко мне подходили и говорили о том, что, значит, оно не подпадает под категорию, что оно, значит,
заповедника. Но, тем не менее, оно подлежит сносу, так как это, значит, территория прибрежная, 200-метровая, которая прерогатива выделения земельного участка на вот такого рода строения, значит, это Кабинета министров. Там даже, более того, отсутствует решение Гагарской администрации, так как, значит, и они обратились в свое время, это еще даже в 2009 году было обращение о выделении им земельного участка для строительства. Но им отказали. Но тем не менее, значит, сегодня здание построено, благополучно работает. Этот сезон они принимали отдыхающих и работает. Сейчас есть такое решение, значит, уже вступило в законную силу о его сносе. Следующий, значит, этап, вот мы выходим на вот эту финишную. А вот насколько, так я визуально могу вспомнить, в этой зоне, по-моему, там очень много строений. Вы понимаете, дело в том, что у нас за последние годы, не только там, это не касается не только Пицунда, это Гагра, это Афон, вот эти места, где рекреационные, где, значит, представляют, так скажем, интерес для того, чтобы для размещения отдыхающих. Каждый отдыхающий, приезжая, хочет именно, чтобы вышел и прямо море, чтобы было, и чтобы он далеко не ходил, естественно. И каждый наш житель хочет иметь кусок земли на самом берегу моря. Естественно, это... Нам всем это не хватит, потому что если каждому абхазцу поделить эту землю, это, наверное, сложно. И каждый пытается каким-то путем, то ли обращаются, но когда разрешение не получает, и начинает самовольно, значит, кусок там захватил, смотрит, выжидает, если на него, так скажем, крепко власти, значит, не отреагируют на его, так сказать, незаконные действия, значит, он дальше строит и достраивает, и спокойно работает. Таких очень много. Сейчас я затрудняюсь говорить о цифре, потому что, наверное, цифры владеют администрации районов и городов, потому что очень много, и если начать процесс исправления вот этой ситуации, которая сегодня складывается в республике, наверное, очень сложно нам всем будет. Но в дальнейшем основная, я считаю, что задача нашей власти, наших руководителей, а хотя бы остановить этот процесс. Если этот процесс не остановить, мы глубоко залезем и будет очень, значит, чревато дальше наши действия будут, не знаю, тяжелыми. Просто как исправить ситуацию, я даже не представляю. Но сегодня, хотя бы на сегодняшнем этапе, это надо приостановить. А и дальше, значит, есть соответствующие структуры. Это прокуратура, которая имеет правонадзорный орган, который выявляет такого рода нарушения, обращаться в суд. Суд выносит решение соответствующее, если действительно это строение то ли, значит, незаконно построенное, значит, надо принимать меры. Ну, другого пути нету. Вы поймите, что если решение суда есть, надо ее исполнять. Это непосредственно касается нашей службы, нашего ведомства, хотя оно, в принципе, существует всего 5 месяцев с 1 мая. Ну, я сейчас хвалиться не буду, но за время существования этой службы сделана определенная положительная работа. При всем том, что очень трудно. Понимаете, к кому бы ты ни обратился, все время и каждый говорит, что вот вы что, меня крайнего нашли, почему с меня начинаете? И каждый начинает тут то угрозы, то, значит, жалобы, то, значит, звонки. Я не побоюсь этого сказать. Идут и сверху тоже звонки приостановить, там, временно дать возможность исправить ситуацию. Исправить ситуацию можно было тогда, когда они в суде дела были. Надо было там исправлять, а то, что когда суд вердикт вынес, решение есть, уже как его исправлять. Хотя есть какие-то пути, там, значит, обращения в надзорные инстанции, там, кассацию и прочее, но это очень редко, когда что-то меняет. Суд вынес решение, значит, первой и второй инстанции, там уже, значит, изменить что-то невозможно. Но для этого надо, чтобы наши люди поняли, что не надо доводить до этого. Если даже что-то и построил, надо искать пути, чтобы узаконить его. Хотя многие пытаются через суд. Закон позволяет, если ты, значит, построил то или иное строение незаконно даже, и обратиться в суд, суд может принять решение о том, чтобы его узаконить. Кроме вот таких вещей, как незаконное строительство, в каких направлениях еще ведется работа службы судебных исполнителей? Ну, я знаю, что, по-моему, у нас проблема есть с возвращениями кредитов, проблема есть с алиментами, насколько я наслышана. Могли бы подробнее рассказать вот о других направлениях вашей работы?
Вы знаете, тут спектр объема работы очень много. Вот в российском, значит, ведомстве это сильнейшая структура, хотя оно считается гражданской службой, но, значит, там трудится около 85-90 тысяч сотрудников. В нашей структуре, которая вот сегодня создана, значит, сегодняшний день 32 человека трудятся. Ну, за период нашей работы, сейчас по цифрам, если начать, значит, к нам поступили более 2500 только, значит, исполнительных производств, то есть разного рода, значит, решений судов и других органов власти. Начнем с того, что нами исполнено. Вот 3 решения суда о выселении, но не все торопились оформить своевременно свои место жительства, и вот это породило то, что, значит, тот, который проживал там, говорил, кто меня выгонит, кто это, я все, значит, я законно живу, что там у меня сгорело там в деревне или в другом районе, там что-то сгорело, что я пострадавший, мне, значит, я заслуживаю того, чтобы, значит, жить в этом доме. 10 лет, 12 лет, 15 лет прошло, люди начинают, значит, искать пути выхода, возвращения, собственники начинают искать, значит, вариант, как вернуть свое жилище. И потом вот, суды принимали решение, что выселить то или иное лицо, которое как бы, да, в данном жилье, значит, незаконно проживает. Естественно, эти все решения никто не исполнял, все это время они лежали. И сейчас, когда эта служба, значит, была создана, ну, люди начали, естественно, обращаться в нашу службу и искать вариант возврата своего жилья. И мы, значит, с трудностями, но вот 3 факта выселения мы исполнили. Конечно, это очень, так скажем, неприятная процедура, которую я, например, честно говоря, мне очень больно, конечно, и досадно, когда человека, женщину беременную или там женщину с детьми, инвалида, такое тоже было, значит, выселять с того жилища, где он 10 лет, 15 лет проживал с семьей. Понимаете, это очень сложно и проблемно, но другой вопрос, есть решение суда, это закон. Решение суда уже есть закон, ее исполнять надо. Если мы не будем исполнять закон, нам тяжело будет строить то, что мы хотим сегодня, свое государство. А много таких дел, решений суда по выселению? По выселению около 24 у нас дел, 3 исполнено, и я думаю, что еще будут поступать, потому что есть вот такое, что нас, так скажем, сегодня иногда путает, есть, значит, решение суда, но нет заявления, то есть взыскателя. Если нет заявления взыскателя, мы стараемся пока откладывать, потому что вдруг они уже как-то договорились. Решение суда-то есть, но они как-то, может, договорились, какую-то компенсацию тот же проживающий на этом участке или, значит, доме или квартире, он, может быть, договорился с собственником. Не всегда мы владеем этой информацией. Но основная часть, значит, по этим делам у нас есть заявление. Мы будем в дальнейшем, так сказать, с помощью, потому что мы сами не можем, это с помощью Министерства внутренних дел, органов внутренних дел, которые, значит, часто, постоянно, даже, скажем, на постоянной основе, они нам помогают. Без них мы не можем. Да, и Министерство по чрезвычайным ситуациям тоже, значит, всегда рядом с нами стоит в этих вопросах решений. Зураб Григорьевич, по поводу возврата денежных кредитов коммерческим банкам, какова в этой сфере картина? Ой, это проблема вообще, по-моему, очень самое сложное, которое, значит, сегодня мы пытаемся исправить ситуацию в этой части, вот, потому что в свое время были какие-то, я не знаю, льготные какие-то варианты получения этих кредитов, и сегодня, значит, есть соответствующие решения судов, обращение кредитных организаций в суды и к нам, значит, чтобы помогли вернуть вот эти ранее взятые кредиты. Но понимаете, многих сегодня уже нет даже физически, вот многие умерли. Время ушло 10, 15, 20 лет фактически. Сложно это. И некоторые вообще забыли, что они эти кредиты брали. Вот настолько все... Значит, с наследников спрашивается?
Вы понимаете, там спрашивается, по закону положено, но для этого надо, чтобы, значит, вот этот наследник, сын, дочь, там, прямой родственник, он вступил в наследство, да, через полгода, когда человек умирает, значит, родственники вступают в наследство. И, значит, чтобы, если он вступил в наследство, если он получает его наследство, одновременно он в наследство берет его долги. Но для этого, опять-таки, эта кредитная организация должна обратиться, значит, в суд. Суд должен, значит, вынести решение о том, чтобы вот этот вступивший в наследство человек, чтобы он уже как бы отвечал бы за того человека, которого нет, чтобы он выплатил бы кредит. Но это второй вопрос. Первый вопрос, даже те, которые живы и здоровы и занимаются бизнесом и хорошо себя чувствуют, они категорически отрицают, что значит, способность своего возврата этих денег. Некоторые ссылают на том, что слишком много времени прошло, срок давности, кто-то придумает, кто-то там юристы определенные, значит, считают, что это уже, значит, срок давности, что это не обязательно возвращать, значит, но в законе прописано, если с момента, значит, вынесения решения суда, если исполнительное производство было начато в тот период даже, хотя не было такого органа, как исполнительный, значит, орган, исполняющий вот эти, значит, судебные решения, но были при судах определенные, значит, единицы штатов, которые занимались вот возвратом, исполнением решений судов, так скажем. Да? И вот в данном случае мы попытались исправить ситуацию в этой области, и где-то нами возвращены 1 600 000 1 700 000 денег за вот короткий период времени государству, то есть кредитным организациям. И сегодня работа еще продолжается. Единственное, что, значит, чего опасаются наши вот должники, значит, сейчас мы налаживаем контакты с, значит, руководством вот Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, да и с другими органами, которые компетентны решать вопросы ограничений выезда наших граждан, должников за пределы нашей республики. В законе это прописано. Должник, любой должник, если, значит, есть соответствующее решение суда, значит, он не исполнил срок, значит, подается его данные на границу, то есть пограничную службу, и, значит, пограничная служба ограничивает его выезд, то ли там кому-то в Грузии, может, надо, там тоже, значит, наверное, будет, значит, соответствующий выставлен пост, и на границе с Российской Федерацией. Каждый гражданин это должен знать. Я думаю, что уже есть случаи, которым уже отказано, значит, выезд за пределы республики. Более того, значит, есть соответствующий приказ министра внутренних дел об ограничении выдачи паспортов, заграничных паспортов Республики Абхазии тем должникам, список которых мы представляем в Министерство внутренних дел. Дополнительно еще мы сейчас обратились в парламент, значит, чтобы ограничить выдачи водительских удостоверений. В России эта практика с 2016 года, значит, работает, и, значит, тот должник, который имеет определенный долг перед государством, который не погасил своевременно, значит, ему ограничивают, значит, передвижение на транспорте, на любом виде транспорта, и ограничивают выдачу водительских удостоверений. Насколько у нас все, о чем вы говорите, действительно возможно реализовать? Нет, ну, воля должна быть, я думаю, что воля есть у руководства, я думаю, что мы неоднократно встречались, они настроены, и мы тоже, и наш коллектив небольшой, но, значит, сотрудники, которые работают в этом коллективе, я вам с уверенностью могу сказать, что они готовы, можно сказать, сегодня, как некоторые говорят, пожертвовать собой, потому что на самом деле зарплата очень, так скажем, на сегодняшний день мизерная, и такого рода, значит, работу делать не каждый захочет и не каждый способен. Зураб Григорьевич, хотела спросить, вы говорили о том, что из кредитных средств задолженники вернули около 1 700 000 1 800 000 рублей. Сколько надо вернуть? Там, я думаю, что около до 3 миллиардов, по-моему, где-то там огромная сумма. Ну, кроме этого, мы еще занимаемся возвратом штрафов, которые, значит, государство, значит, государственные разного рода органы, там ГАИ, там ОБЭП,
там санэпидслужба, таможня и другие, которые, значит, накладывают административные штрафы. И своевременно, значит, эти лица оштрафованы, они не заплатили. И миграционная служба тоже. Значит, они пересылают, значит, там в течение 60 дней, 2 месяцев, значит, они должны, вот тот должник, который должен заплатить. Если вот этот период он не заплатил, не уложился, значит, они пересылают, и мы их, так скажем, разыскиваем. МЧС, например, то же самое. Вот, значит, пожарники ходят по гостиницам, по объектам, по торговым объектам, они, значит, выносят определенные, так сказать, протоколы составляют и штрафные санкции накладывают. И, естественно, должники, они не платят. И потом эти списки к нам приходят, и наши сотрудники их находят и, значит, обязывают оштрафовать, значит, чтобы они заплатили штрафы. И там есть несколько путей. Мы можем, значит, значит, по пенсиям ограничить, чтобы с пенсии удержать, с зарплаты удержать. И мы уже, у нас закон позволяет, что мы, значит, через кредитные организации, через СОБЕС, через разные инстанции, значит, находить этого человека, где у него, значит, хранятся, так сказать, денежные средства. И оттуда, без его согласия, даже без всякого, значит, мы можем взыскивать вот эти деньги, которые он должен. Кроме того, что я сказал, еще, значит, служба занимается вот исполнением решений судов в части по приговорам, значит, по уголовным делам, в отношении которых приняты, значит, соответствующие решения, значит, штрафные санкции, так скажем, да, которые, значит, которые освобождаются с места заключения. Освободившись, они забывают, что решением суда они обязаны заплатить штрафы. И там есть штрафы от 50 тысяч до 250 тысяч к разным лицам, по-разному, так скажем. И наши сотрудники, получая, значит, справку о том, что тот или иное лицо освободилось, значит, с места лишения свободы, значит, они находят его, значит, обязывают, чтобы он заплатил штраф. Вот таким путем вот за этот короткий период мы 1,5 миллиона где-то, значит, только по штрафам лиц, в отношении лиц, которых, значит, освободились с места заключения, значит, бюджет сдали. А сколько еще дел предстоит? Ну, это... Чтобы был какой-то сравнительный анализ. Предстоит незавершенных тоже, вот такого, где-то 50% мы исполнили, а 50% еще нам предстоит. Ну, это, понимаете, они освобождаются каждый, там, не каждый день, может быть, но в месяц 2-3 человека все равно освобождают там с истечением срока, значит, то есть, значит, по условно-досрочным, или те, которые отсидели свой полный срок. Ну, там по-разному. И они, значит, так скажем, платят с трудом, но мы, так сказать, пытаемся настолько, сколько это возможно, исправить ситуацию. Чувствуете ли вы поддержку со стороны государства, со стороны каких-то компетентных органов в вашей работе? Постоянно вот с момента создания этой службы на нее такое особое внимание обращено, потому что эта служба, она действительно вот сегодня несет определенную такой тяжелую такую ответственность за то, чтобы исправить ситуацию. Но если без поддержки руководства и компетентных вот, действительно силовых структур, если не будет поддержки, мы, наверное, естественно, не справимся. Об этом я говорил и говорю. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы они более даже еще, чем сегодня, еще больше, чтобы они, так сказать, обращали бы внимание на нас и помогли бы финансово, и это моя просьба, значит, и, уже есть решение, указ президента о том, что, значит, с 1 января, значит, повысить заработную плату в части, вот, чтобы за выслугу, значит, всем лицам, которые работают, чтобы надбавку такую, значит, там, процентном отношении, чтобы и как-то, значит, заинтересовать тех сотрудников, которые сегодня работают. Спасибо вам за интервью, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего доброго, удачи вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, в нашей программе принимал участие глава службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барцыц, с которым мы обсудили различные аспекты деятельности этого подразделения Министерства юстиции Абхазии.
С 12 по 13 ноября будет проходить рабочий визит президента Республики Науру Барона Вака в Республику Абхазия, сообщается на официальном сайте президента Абхазии. 12 ноября Рауль Хаджимба и барон Вака проведут переговоры. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении. В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Науру, войдут депутат парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, депутат парламента, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес. В апреле 2017 года Абхазию посетила делегация Республики Науру во главе с вице-президентом республики Адиангом Давидом Уайя. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного собрания, министром иностранных дел Абхазии. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до встречи в эфире.